инспекцию. Проконтролировать обеспечение электроэнергии котельных в воркутинских поселках Сивая Маска и Елецкий. Такое поручение руководителю комитета ЖКХ дал Владимир Тукмаков. На момент визита председателя правительства Коми в Воркуту кочегарки, за которые отвечает муниципальное предприятие «Котельные», были отключены от электроэнергии. По словам руководителя Кабмина, это неприемлемо, ведь отопительный сезон в самом разгаре. Елена Кононова продолжит. Муниципальное предприятие «Котельные» находится на грани банкротства. Однако его руководство утверждает, несмотря на финансовые сложности, подконтрольные компании кочегарки худо-бедно успели подготовить к зиме. Владимир Тукмаков решил проверить это лично и для начала заехал в поселок Советский. Советский — это подготовка прошел, значит, заполярная подготовку прошла, Сивая Маска в хорошем состоянии подготовка прошла. Елецкий, конечно, у нас вызывает такое вот немножко опасение, да, значит, два котла, которые там находятся на Елецкой, они нормальные, да, но резервные котлы, к сожалению, вот ту подготовку, которая необходима, они не прошли. Поэтому сейчас вот мы рассматриваем все возможные варианты, вплоть до замены этих котлов. Ситуацию в двух поселках Елецкий и Сивая Маска председатель правительства Коми взял под личный контроль. Из-за большой задолженности перед энергетиками в местных кочегарках не было света. Отопительный сезон в муниципалитете уже начался, а местные жители до сих пор оставались без горячей воды и тепла. В поисках справедливости люди обратились к главе республики и даже к президенту страны. Учитывая, что отопительный сезон уже начался и времени для того, чтобы находить какие-то согласованные решения, практически нет, эту работу надо завершать. Сегодня к этому подключилась прокуратура, есть предписание, энергосбытовая компания рассчитывает это предписание опротестовывать. Можно сколько угодно этим заниматься, но я не допускаю ситуации, когда люди останутся без тепла. И вот накануне вечером тепло пришло в дома всех жителей Заполярного муниципалитета. Впрочем, работа в ручном режиме, уверен премьер-министр, не выход из ситуации. Сегодня задача – наладить работу муниципального предприятия. Для этого уже ведутся переговоры с компанией «Т+», бывшая ТГК-9. При положительном решении тепловики возьмут на себя обслуживание муниципальных котельных Воркуты. Елена Кононова, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркутинский район.